В Ленске жители жалуются, что устали терпеть постоянные отключения электроэнергии. А всему виной затянувшиеся работы по замене опор и линий электросетевого хозяйства. Реконструкцию должны были завершить еще в середине прошлого месяца, сентября, но работы продолжаются и по сей день. В чем причина отставания от графика, узнавала наш корреспондент в Ленске Анна Кожевникова. Назад в прошлое или на благо светлому будущему. Жители Ленска, да и в целом Ленского района не знают, радоваться им или огорчаться масштабной реконструкции линий электропередач. Если в теплый период года с такими временными неудобствами, как отключение электроэнергии, ленчане мирились, скрипя сердце, но все-таки без ярко выраженного недовольства, то осенью терпению горожан пришел конец. Жалобы стали все чаще и настойчивее. Много очень поступает жалоб от населения. Конечно, не всех это радует. Период отключения времени достаточно большой и по временному графику, то есть часах, и по дневным, протяженности времени. То есть это может быть и один день, а может быть сразу и 1, 2 и 3 дня. Руководство Ленского энергорайона все понимает, но разводит руками. Другой возможности произвести ремонтные работы и заменить опоры у них нет. И ведь такие меры на благо населения. Покосившиеся столбы вдоль улиц Ленска не просто портят вид, но и наносят урон. При сильных порывах ветра они падают, создавая форс-мажоры на улицах и аварийное отключение света. Именно для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в этом году было выделено около 50 миллионов рублей. В этом году выделено денежные средства на замену высоковольтных опор по городу с применением железобетонных свай и самоизолированным проводом. Это порядка на 212 опор. Также другая подрядная организация у нас занимается воздушными линиями 0,4 киловольта. В этом году у нас будет охвачено Чанчик 100%. Там будет произведена замена 90 опор. И также замена голого провода на самонесущий, изолированный. Приступили к замене линий электропередач и в сельской местности – Дорожном, Батамае и Биченче. Уже заменили свыше 120 опор высоковольтных линий. Новые конструкции с железобетонными приставками гарантируют более долгий срок службы – около 30 лет, тогда как прежние были рассчитаны на 12-15 лет. Буровые работы закончены. Сегодня реконструкция выполнена на 60%. И с оставшимися объемами планируется справиться до 15 октября. Хотя изначально были заявлены более короткие сроки. В сентябре месяце, опять же, нам не позволило производить отключение. Это у нас ЕГЭ в школах. Запрещено отключение. Ну и также мы не можем отключать на длительное время потребителя, так как на данных линиях, от данных линий подключены социально важные объекты. У жителей же свое мнение на этот счет. Роману Мырееву в этот день пришлось уйти с работы пораньше, чтобы забрать ребенка из детского сада из-за планового отключения электроэнергии. Сейчас вот буквально пришлось отпрашиваться с работы, чтобы ребенка забрать. В садике сказали забрать из-за отключения. Ну, понятно, что работы должны вестись. Электрохозяйство городское в плачевном состоянии находилось. Сейчас за него взялись, это хорошо. Но хотелось бы, чтобы более организованно это делали. То есть с утра практически не начинается работа. Все время после обеда и вечером, когда люди уже готовят кушать. Нелегко приходится и жителям частного сектора. Сейчас многие отказываются от печного отопления и переходят на электрокотлы. А при температуре на улице ниже нуля дома тоже становится прохладно. Летом меньше неудобств доставляло. А вот теперь похолодало, и в частном секторе уже не очень удобно. Ну, пока печка есть, а вот у соседей, например, электрообогрев, они замерзают. Не постирать, не посмотреть телевизор и не позвонить родным. Зато есть время вернуться к давно забытым увлечениям, почитать книги, пообщаться с близкими воочию, а не по телефону, или устроить ужин при свечах. Отсутствие электроэнергии дает возможность каждому проявить фантазию в выборе досуга темными осенними вечерами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.